Na Respublika Զոկունդատա Գուրգոն սերդգուն ուլեվտոցը նողումը ռոյստա ծոլդար ոզգ ջեֆորստ։ Արտիկ կոքսեսի բունֆատ կմո խիցոտ խղդուն դկլոդայ դորտարուտ ամնիստի ֆադլ զոկունդար։ Քացսնի սոնգունդերստ ըստր վալոխիսը ըստայոզը юбилеецитма։ Ֆորստ կուստորդ մարախոստա պարլամենտը սերդորֆետ զոխադիվակ բեսոտ զիտա։ Զոկունդրոցը դարվատին բոկուս պարլամենտը պրոֆիլուն կոմիտետը սրոն խիցանտայ ըրքոստատ ալկացը ըխասկարինոկ մադար։ Проект амнистии роздан депутатам, все ознакомлены. Состоялось заседание комитета, где были некоторые дополнения. Кстати, генеральный прокурор представил свои замечания, что было учтено комитетом. В 12-ю часть вносится 111 статья, на которую было установлено ограничение в соответствии с частью 13. И, конечно же, исключается было дублирование статьи 277, которая попадала под ограничение как 13 пункта, так и 12. Поэтому мы исключаем из 13 пункта статью 277 и оставляем ее только в 12 пункте. Ну и, конечно же, правильное замечание генерального прокурора сделать оговорку в акте применения амнистии. Это касательно того, что сегодня предусмотрено и законом о ветеранах, и самой амнистии. Если лицо, которое находится в местах лишения свободы, имеет какие-то заслуги перед Отечеством, то при применении амнистии, если он простидел, ну это по тяжким преступлениям, я сейчас акцентирую внимание, больше половины, да, и осталось там не менее года срока, то может быть сокращен срок. Только в этом случае. Но признание лица защитником Отечества, ветераном войны, оно проводится в соответствии с законом о ветеранах в особом порядке, который должен быть утвержден президентом. Сегодня этот вопрос не разрешен ввиду определенных объективных и субъективных причин. Знаю, что работа соответствующим комитетом проводилась и до этого, но есть некоторые вопросы, которые надо еще решать. Поэтому делается оговорка, что эта норма до того, как не будет принят, до тех пор, пока не будет принят порядок, мы не можем применять эту норму. Коллеги, я считаю, что все, кто хотел задать вопрос на комитете, они задали на президиуме, но если есть еще вопросы, мы готовы ответить, пожалуйста. Филдарберс халастайстер валохисе стоялза юбилейцет масты сонгунд амнисти форст Истерцет амнисти росидин фадл огавердай архайн фадл форстер. Дартер дуамин дуинце парамозан подсахадун бюджет куда хаскундерсе дуи фадл загун проект устарт марахаста бюджет мафитунд фадл парламенту комитета стардар тумойте спорта. Фаны сонгута бохаска ивензинеттен сабендур. Данный законопроект поступил в правительство с полным пакетом документов. Проект был разослан по всем депутатам, по всем комитетам. Никаких замечаний по отчету бюджета, комитет по бюджету и налогам не поступило. На проект закона имеются заключения контрольно-счетной палаты, которые проводит управление парламента Республики Южная Осетия. Согласно заключений отчета об исполнении государственного бюджета может быть вынесен на рассмотрение сессии парламента. Подсахадун бюджету охам документ кацекаттаритарис депутатун кустартепен. Нердар бюджет эфтиогун хайма хаак форсата хастер седесте юмиаграхма. Вопросы к доходной части есть и достаточно много. Это и собираемость налогов под вопросом, это и некоторые ведомства, которые должны пополнять наш бюджет, тоже под вопросом. Вот именно доходную часть я бы хотел, чтобы вы приблизительно озвучили. Уважаемые коллеги депутаты, если рассматривать проект закона, который мы принимали в 2023 году на 2024 год, то мы запланировали в проекте закона на 2024 год исполнение по собственным доходам в размере 1 миллиарда 820 миллионов рублей. По факту исполнение произошло в размере 1 миллиард 846 миллионов рублей. То есть там происходит перевыполнение доходной части по собственным доходам. То, что озвучил проблемные вопросы, которые связаны с собираемостью, ни для кого не секрет. Налоговая служба, которая осуществляет в большей степени администрирование налогов по основным группам доходов,
мы должны с вами вместе понимать, что есть определенная проблема с некой цифровизацией этой структуры, то есть этой структуры правительства, которая имеет определенные сложности с тем, чтобы брать, начислять налоги и их исполнять. В соответствии с этим, если вы просмотрите, коллеги, мы еще в госпрограмму 22-25 заложили значит, цифровизацию налоговой системы с внедрением контрольно-кассовой техники. Исходя из наших потребностей, мы тогда закладывали в размере 400 миллионов рублей для того, чтобы это задание исполнить. Но, к сожалению, как было озвучено и ранее, российской стороной такие дополнительные средства не были выделены. Поэтому гармонизация налоговой системы с Российской Федерацией, она немножко перенесена, сдвинута на более поздний период, это 26-30-е годы. На текущее время проект плана такой гармонизации с Российской Федерацией проходит процедуру согласования для того, чтобы повысить собираемость по таким группам налогов, как косвенные налоги, это НДС и акцизы, и привести в соответствии с теми правилами администрирования, которые существуют в Российской Федерации. И второй вид налогов, связанный с прямыми налогами, посмотреть и оценить возможность значит, дальнейшего администрирования таких налогов на таком уровне, и если есть необходимость по прямым налогам, тоже рассмотреть вопрос повышения. Вместе с этим, вот резюмируя данное направление, у нас есть большая надежда на то, что если в налоговых органах произойдет некая цифровизация, о которой мы говорим, и нам, российские коллеги, это порядка, в госпрограмму 26-30 было заложено порядка 1,5 миллиарда, то есть проектно, пока техническое задание такое, значит, заложено. И если соответствующие финансовые средства одобрятся, то значит, прозрачность повысится и администрирование в этом направлении, конечно же, повысится. Налоговая служба, она, более того, если посмотреть по доходам 2022 года, да, и даже 2025 года, у нас идет снижение по налогу на прибыль организации, связано с тем, что компании, которые осуществляли здесь деятельность, это компании, которые были зарегистрированы и осуществляли деятельность на территории нынешних уже российских территорий, это Донецкая Народная Республика, да, это Луганская Народная Республика. Они свои транзакции осуществляли ни для кого, это не секрет, они свои транзакции осуществляли через местную кредитную организацию. В связи с этим большая часть тех денег, это примерно 380 миллионов рублей, государственный бюджет не досчитал. Исходя из вот этого, динамика по такому главному администратору доходов, как налоговый комитет, несколько упал. Вот такое объяснение. Вы тогда обещали, и это здесь присутствовал руководитель налоговой службы, что вы увеличите налоги, то есть поступаемость в нашу казну увеличите на 250 миллионов, если мы примем этот закон. 10% НДС прямо на границе. Однако мы видим, что практически этих 250 миллионов нет. То, что касается 10% НДС, для того, чтобы администрирование перенести. То, что касается налогов в совокупности, да, которые собирает правительство на текущее время, я вам скажу, что налог соответствующий увеличился. Я точной цифры не могу сказать, но могу сказать, что произошло некое перераспределение, которое администрировал налоговый комитет и в таможенный комитет. Но при этом, если НДС по году составляла где-то 360-380 миллионов, то на текущий год мы ждем что-то около 420 миллионов. В прошлом году это было 390 миллионов. То есть рост произошел, но сказать о том, что на 250 миллионов, ну, таких расчетов, к сожалению, вот я ими не располагаю.
результате изменений в налоговом законодательстве, обусловленных увеличением ставки ввозного НДС с 3 до 10%, произошло снижение плановых показателей по данному налогу вследствие сокращения налогооблагаемой базы. То есть получается, что още изменит результат работы наоборот дезарда. Значит, мохма план заложенный. Если это налоги на товары, которые реализуются, то есть два видно НДС. НДС ввозной и НДС реализационный. На ввозной они план 286, точнее реализационный они план 286, но по факту свершился 270. А вы налоговые сейчас это расширили снижение. То, что касается по плану ввозной НДС, помер больше дает. Это по факту здесь 252 запланированный, а по факту здесь исполненный июля Рима 246. Но годовой только феной, то есть планта налог таможня дарс хашидстан, налоговый андар. Но за годовой феной, вот годовой НДС на канай 360 миллионов тама никоди. Но хентос хастис почти 400 миллионов. Шамая сонолиская утхай помаройсой, но полностью за это плантаж предприятий хостудисты по НДС. Подойдем к июльдар фейнам за продукцией, но уж предприятия организма 23 год фелдар бокусто, организма 24 год только оттар бокусто. Ну, неоднозначный форстов. Замулат, я вот все-таки слышу налоги все уже поняли. Налоги здесь такие самые демократичные. Да, мы весь бюджет формируем из налогов. Что еще у нас есть, кроме налогов, где мы можем найти свои собственные финансовые средства? Это первое. И второе, вот здесь вы представили информацию по учету средств, полученных от приносящих доход деятельности, да, в республике. По плану у вас было 114 миллионов, получили вы 88 миллионов. И тут вы перечислили, от каких министерств вы ждете план выполнения этих средств. Да? Кроме налогов, кроме пошлин, кроме аренды, что еще у нас есть в республике, откуда мы можем заработать деньги? Есть налоговые доходы и неналоговые доходы. Вот эти неналоговые доходы в виде, может быть, какие-то там сборы по оформлению каких-то документов, арендная плата, это может быть предоставление какой-либо государственной услуги, это может быть какая-то государственная пошлина. Они все учитываются в законе о бюджетной классификации и соответствующими кодами поступают в доходную часть бюджета. Это по первому вопросу. По второму. От приносящей доход деятельности. Это внебюджетные фонды. Они учитываются как операции управления казначейства для того, чтобы осмотреть прозрачность деятельности вот этих государственных учреждений, которые могут осуществлять такую деятельность. В доходах бюджета они в прогнозах по доходам не учитываются, у них самостоятельная смета, и по этой самостоятельной смете мы просто проводим операции. В соответствии с требованием закона областного бюджетного процесса и бюджетного устройства нам просто приходится показывать, какие были планы, какое исполнение и на что они их потратили. То есть это, скажем, своего рода некая такая деятельность, которая связана с предоставлением каких-то государственных услуг. Один могу привести пример, например, Краеведческий музей может заплатно там проводить какие-то экскурсии. Или театр показывать какие-то спектакли и зарабатывать для себя деньги. Они получают госфинансирование, и плюсом у них есть внебюджетное финансирование. И они тратят их на осуществление своей деятельности. Филդարբերս խալաստայ զակունը պրոյեկտի վնձինատայի ստրցեդստը։ Սոցիալը ֆոնդը բյուջետ դուամին դուեցը պարամոզանոտ ունան ֆերոդուն դիմաս։ Бюджета Филдարբերսայցայ мидеккоги вензинатта. Коротко, там основным пунктом является оказание материальной помощи семье погибшего, который произошел несчастный случай на производстве. Это же не материальная помощь, это наступление страхового случая. Застрахование и наступление страхового случая. Согласно закону мы должны выплатить компенсацию в размере 1 миллиона, поэтому... И наступление страхового случая оплачивается материальная помощь. Проект
Когда эта поправка была на обсуждении в правительстве, или средства массовой информации не поняли вашей трактовки данного изменения, я попросил, чтобы вы это все проконтролировали. Ой, внутренний переброс, В 2021 году парламент принял, это у нас первый случай. Несчастный случай на производстве, мы не планировали, что он будет, соответственно, деньги не закладывали. И вот как раз из-за этого. Да, к сожалению, журналисты неправильно поняли. В прошлом году был дефицит социального фонда, и помним, откуда мы перебросили фактически вот эти средства. Наблюдается в этом году такой же дефицит. Дефицит наблюдается, дефицит намного больше, чем в прошлом году. Алан Эдуардович обратился в мае месяце к российской стороне, к Владимиру Владимировичу, чтобы нам оказали финансовую помощь, чтобы мы свои обязательства по пенсиям закрыли. Сейчас идет техническая проработка вместе с Минтрудом России, мы предоставляли все наши обоснования и надеемся в ближайшие несколько недель, может быть месяца, уже, соответственно, нам окажут помощь. Deputatun corpus Fuldar Qalastais Roziste Boxaska Ivenzinettel. Fitund Federal Codexը դեկակ խայդուասը դուն ֆիցակամ ստատիայի վենձինետ ռոթաձանու Ռասիա Ֆեդերացիի բանկտը պրոցենտուն ստովկայ ֆաֆլդարի մաբոս։ Զաղգադում դավ նավկլոչիկ տուավարը բոցան ցամայ սաֆարաստա боззою эфсноем бонже хагдал. Известно в Российской Федерации в результате повышения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации депозитные продукты стали более привлекательными. В результате этого в Сбербанке наблюдался отток депозитных средств. Мы, конечно, обязаны были отреагировать на этот отток и повысили процентные ставки по депозитам. В результате у нас возник такой момент, что некоторые процентные ставки по депозитам у нас превысили на 5 процентных пунктов ставку рефинансирования Национального банка. И, соответственно, мы должны были облагать их налогом. Если бы мы сказали своим вкладчикам, что мы облагаем еще их депозиты налогом, то, соответственно, отток был еще сильнее. Իվենձինետա բոխաստավդ Ռեսպուբլիկա խուսար իրստուն նացիոն բանջեֆադլ զոկունը պրոյեկտ մադար։ Զոկուն ռոգայիստ կերցը դումագասկա դումդավ դրոնава канахицан статьята уима имама фаивен бонженумдар. Закон о Национальном банке был принят в 2008 году. С этого времени прошло более 15 лет, 16-17 лет, и, соответственно, многие статьи закона не соответствовали сегодняшним требованиям, которые предъявляет банк в ходе своей деятельности. Практически в каждой статье закона было принято то или иное изменение, но основное, значит, во-первых, это краткое название, значит, Банк Республики, ну не совсем понятно какой республики, значит, было принято решение, значит, краткое название дать Банк Алании. В принципе, наши и российские коллеги и в России таким образом называется Центральный банк Российской Федерации, Банк России, то же самое, Национальный банк Республики Южной Осетии, краткое название Банк Алании. Дальше все имущество Национального банка – это государственное имущество и находится в Национальном банке на праве оперативного деятельности, хозяйственной деятельности. Имущество, которое переходит к банку по решению суда, то есть заемщики, не исполнившие свои обязательства и решением суда перешедшее имущество уже в Национальный банк, тоже соответственно вот с недавнего времени начал регистрировать за государством. И к нам оно поступало в виде оперативного управления. Такое имущество банк не имеет права ни реализовать, самая главная задача. И согласно поправке в закон, значит, именно то имущество делается оговорка, и оно уже будет переходить как имущество Национального банка. Соответственно, мы можем это реализовывать и возвращать уже наши средства. Также
во многих статьях закона, значит, были даны уточнения, были приведены в соответствии с законами об акционерных обществах, ООО. Всецело порядка 3 месяцев работали, значит, юридическое, правовое управление банка с комитетом. Դեպուտատուն կորպուսի միագրոզ զինադայ ռոյստու ելդար բոնսանգուն ծակունը պրոյեկտի իվենցինետտա։ Վադավի յադլ դեպուտատուն կորպուս դույնր տկագամ յուլայ դկագամ սենտյաբրմա ացıt սերտգուն ուլեվտը։ Պարլամենտուն կոմիտետը բոկուստրացակ ֆորստատան սասայրոկ դարտա խոստր ծդստրոյսմը։ Սերտգուն ուլեվտը ռոցավն ֆաստա դորտարգուն ըրցավդան զակունդատ տնոտուն արխայդ։ Պարլամենտը սերդար մարգիտալon բուզնիկ զողտալ կամանդար ուցնեմացը պարլամենտի դեպուտատան պարլամենտ ապարատմա սեսի կուստմա ֆախունդու ավջետան սա արխայդը թխայ։ Ակցին ծվերտա դուախիցոականակ օրգանտը ընկումեմա կոնստրուկտիվուն արխայդել։ Սագա արմաստար ախամ խոզը əftəfəstiyəgcin պարակկանանտա Vira Forstotes, că izarme vânutemi azurul mahirdigile, mă bucur du ofta dortar, dar xabar xojina și benotul masă zărstot și benotul și mai ca ușecuz că glum șao și Forstoteleve ne roză du miogais cu job șaoi, ofta cu vedon командир и чундер открытость и, скажем так, постоянное общение, постоянный контакт. В этом мохтазу just проблема таорстер хоздарма чундер жураноджени сессиоту наречигана чундер удженис. На этом 3-я сессия парламента Республики Южная Осетия объявляется закрытой. Спасибо.